understand the political perspective of this commemoration. Thank you. Microphone, please. Прежде чем приступить к своему докладу, я хотел бы, Фатима, чтобы ты перевела краткую, краткий реплику насчет доклада Майрбекова Чигаева. Я сам историк по образованию, но тем не менее для меня много новых факторов было, потому что сейчас Майрбек занимается архивами в Казахстане. Действительно, это такая трагедия. So he's a historian too, but as Mirbek Pachigayev already gave the historical context, he will give the political and legal aspect of this deportation. И в каждой чеченской семье есть животрепещущая история выселения, которая проходила у нас через формирование нашего молодого поколения. И мне, конечно же, бывает обидно, что на самом деле то, что сегодня рассказал Майрбек, это сегодня станет достоянием общественности, пока, может быть, кинематограф не обратит внимания на эту трагедию. Я видел такой замечательный фильм про геноцид армян «Шрам». Фильм мне очень сильно понравился. Есть огромное количество фильмов про Холокост, есть фильмы и про другие подобные трагедии, но нет ни одного фильма про трагедию чеченцев. Я думаю, этот фильм ждет своего автора. Здесь у нас есть молодой кинематограф, режиссер. Может, он уже снят им фильм на чеченскую тематику, может также его или других людей, которые занимаются кинематографом, все-таки они уделяют внимание вот этой трагедии. Unfortunately, there are no movies about this deportation, and he thinks that this is so important. We have come here, so maybe one day, I hope so, on this deportation, because it's really important, because we have so many things on the Holocaust and the Armenian genocide, so it's important to have one on this Chechen genocide too. Уважаемые депутаты, участники конференции, я рассматриваю сталинскую депортацию 23 февраля 1944 года как международное преступление, подлежащее правовой квалификации в категориях геноцида, и как событие, имеющее прямые юридические и политические последствия, включая связь с реализацией права на самоопределение. Первое. Депортация 1944-го. Honorable members of parliament, participants of the conference, I regard the Stalinist deportation of the Chechen people on the 23rd of February 1944 as an international crime subject to legal qualification under the category of genocide, and as an event having direct legal and political consequences, including in relation to the exercise of the right to self-determination. Первое. Депортация 1944-го как геноцид. 1944 года чеченский народ был полностью и принудительно депортирован по этническому признаку на основании решения высших органов власти СССР. Депортация носила тотальный характер и была осуществлена в условиях сознательно несовместимых с жизнью. Последствием стала гибель примерно половины чеченского народа, сотни тысяч людей. On the 23rd of February 1944, the Chechen people were entirely and forcibly deported on ethnic grounds pursuant to a decision of the highest authorities of the USSR. The deportation was total in nature and was carried out under conditions deliberately incompatible with life. As a result, approximately half of the Chechen people, hundreds of thousands of individuals, perished. Эти действия подпадают под определение геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. В частности, как создание условий жизни, рассчитанного на физическое уничтожение группы полностью или частично, совершение действий с намерением уничтожить этническую группу как таковую. Масштаб, избирательность и последствия депортации чеченцев 23 февраля 1944 года свидетельствует о наличии специального умысла, необходимого для квалификации геноцида. These acts fall within the definition of genocide under Article 2
of the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, in particular as the deliberate infliction on the group of conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Second one, the commission of acts with the intent to destroy an ethnic group as such. The scale, selectivity, and consequences of the deportation of the Chechen people on the 23rd of February 1944 demonstrate the existence of the specific intent required for the legal qualification of genocide. Отсутствие правового завершения преступления после возвращения чеченского народа не было осуществлено официальной международной правовой квалификации депортации, признания ответственности, установление правовых гарантий неповторения. Вследствие последнего чеченский народ вновь стал жертвой двух геноцидальных войн, развязанных Россией и Чечне на стыке 20 и 21 веков. Following the return of the Chechen people, the following were not carried out. So it's an official international legal qualification of the deportation. The second one, recognition of responsibility. The third one, the establishment of legal guarantees of non-repetition. And the last one, as a result of which the Chechen people once again became victims of two genocidal wars unleashed by Russia in Chechnya at the turn of the 20th and 21st centuries. С точки зрения международного права это означает, что преступление не было закрыто, геноцид не признанный и не квалифицированный продолжает оказывать правовое и политическое воздействие на положение народа жертвы. From the perspective of international law, this means that the crime has not been legally closed. A genocide that has never been recognized nor legally qualified continues to exert legal and political effects on the situation of the victimized people. Геноцид и пределы государственного суверенитета. Современное международное право исходит из того, что суверенитет государства не является абсолютным. Массовые преступления против населения подрывают легитимность государственной власти над этим населением. Государство, уничтожившее половину народа и не обеспечившее правовых последствий, утрачивает безусловное право определять его политическую судьбу. Contemporary international law proceeds from the understanding that state sovereignty is not absolute, and mass crimes against the population undermine the legitimacy of state authority over that population. So, a state that has destroyed half of a people and failed to ensure legal consequences thereby loses the unconditional right to determine that people's political destiny. Самоопределение как защитная правовая реакция. В этом контексте стремление чеченского народа к независимости следует рассматривать как реализацию права на самоопределение, закрепленного в Уставе ООН и международных пактов от 1966 года, рациональную форму защиты от повторения экзистенциальной угрозы. Самоопределение в данном случае не политический лозунг, а юридически обусловленная реакция на геноцид. In this context, the Chechen people's pursuit of independence should be understood as the exercise of the right to self-determination enshrined in the UN Charter and the 1966 International Covenants, and a rational form of protection against the recurrence of an existential threat. In this case, self-determination is not a political slogan, but a legally grounded response to genocide. Пятое. Европейский парламент и незавершенность позиции. В 2004 году Европейский парламент уже поднимал вопрос о признании сталинской депортации чеченского народа актом геноцида. Однако данный вопрос не был оформлен в виде ратифицированного политико-правового решения, что оставило правовую неопределенность. Для правового сообщества Европейского Союза такая неопределенность является проблемой принципиального характера. In 2004, the European Parliament already raised the issue of recognizing the Stalinist deportation of the Chechen people as an act of genocide. However, this matter was not formalized through a ratified political legal decision, leaving a legal uncertainty. For the EU legal community, such uncertainty constitutes a problem of fundamental significance.
И в заключение, признание сталинской депортации чеченского народа актом геноцида – это акт правовой квалификации международного преступления, а не символическое заявление. И он должен повлечь ясную и последовательную позицию Европейского парламента. Поэтому предлагаю участникам нашего собрания принять данную резолюцию, и я зачитаю его последствия. Recognizing the Stalinist deportation of the Chechen people as an act of genocide is an act of legally classifying an international crime, not a symbolic statement. And it should entail a clear and consistent position by the European Parliament. Therefore, I propose that the participants of our assembly adopt this resolution. Резолюция о признании сталинской депортации чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида. Resolution on the recognition of the Stalinist deportation of the Chechen people on the 23rd of February 1944 as an act of genocide. Но это предложение. Участники конференции, руководствуясь уставом Организации Объединенных Наций, Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, принципами ответственности государств за международно противоправные деяния, недопустимости безнаказанности за преступления против человечества. This is his proposition. The participants of the conference, guided by the Charter of the United Nations, the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, the principles of state responsibility for internationally wrongful acts, and the inadmissibility of impunity for crimes against humanity. Констатируя, что 23 февраля 1944 года чеченский народ был подвергнут тотальной и принудительной депортации по этническому признаку. Депортация осуществлялась в условиях сознательно несовместимых с жизнью и привела к гибели примерно половины чеченского народа. Указанные действия отвечают объективным и субъективным признакам геноцида, установленным международным правом. Данное преступление не получило полноценной и окончательной международной правовой квалификации. Отсутствие такой квалификации подрывает эффективность международной системы защиты прав человека. Acknowledging that on the 23rd of February 1944, the Chechen people were subjected to a total and forced deportation on the basis of their ethnicity, the deportation was carried out under conditions deliberately incompatible with life, resulting in the deaths of approximately half of the Chechen population. These actions meet the objective and subjective criteria of genocide established under international law. This crime has not received a full and definitive international legal classification, and the absence of such classification undermines the effectiveness of the international human rights protection system. Конференция в настоящей резолюции признает сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида в смысле Конвенции ООН от 1948 года. Подчеркивает, что геноцид является преступлением без срока давности и не может быть предметом политического релятивизма. Указывает, что непризнание геноцида препятствует реализации принципов верховенства права и правовой определенности. Обращается к Европейскому парламенту с призывом официально признать сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида. Закрепить данную позицию в форме ратифицированного политико-правового акта. Спасибо за внимание. By this resolution, the conference recognized the Stalinist deportation of the Chechen people on the 23rd of February 1944 as an act of genocide within the meaning of the 1948 UN Convention, emphasized that genocide is a crime without a statute of limitations and cannot be subject to political relativism. Notes that the non-recognition of genocide hinders the implementation of the principles of the rule of law and legal certainty, and calls upon the European Parliament to officially recognize the Stalinist deportation of the Chechen people as an act of genocide and to formalize this position in the form of a ratified political legal act. Thank you.